У нас проверка у вас проводится по информации, поступившей с налогового органа. Рейдовое мероприятие сотрудников трудинспекции начинается с Назрани. Главная цель – выяснить, заключены ли трудовые договоры с работниками, созданы ли достойные условия для их труда и оплачивают ли его, а также производится ли отчисление в налоговые органы. Так, в этом заведении общепита, со слов предпринимателя, требования трудового законодательства соблюдаются, все документы есть. Документы распоряжения вам необходимо будет предоставить инспектору в кратчайшие сроки, чтобы мы могли завершить проверку. Только полученную информацию и документы далее предстоит проверить на предмет законности. А вот в магазине, который расположен рядом, не оказалось хозяина. Но контакты взяли и с ним свяжутся в любом случае. В рамках визита инспекторы поинтересовались, доволен ли продавец условиями труда и видел ли в глаза трудовой договор с работодателем. Оказалось, что нет. Зарплату получаете вы? Конечно, получаю. Вовремя? Вовремя. Как вы узнали, что вовремя? Сроки где у вас указаны? Да, Оговорили, да, вы? все, Устно да, оговорили да. все. Задолженность по зарплате есть у вас? Нет, Ваши права ущемляются? Нет, конечно. Не Я ущемляются. довольна. Каждому из таких работников вручают распоряжение о необходимости явиться в трудинспекцию. Его необходимо передать работодателю. Не оформляя трудовые отношения, работник рискует не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем. Отпускные, расчет при увольнении – это полностью лишает социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка, несчастным случаем на производстве. Нет возможности получить кредит в банке, приводит к проблемам формирования пенсий и пособий. Недобросовестным предпринимателям очень удобно не оформлять трудовые отношения, ну а сами работники зачастую даже не подозревают всех минусов и плюсов нелегальной занятости, а их более чем достаточно. Однако трудинспекция напоминает, что работодатель от ответственности никуда не денется и может серьезно пострадать за незаконные действия. Согласно законодательству, штрафы за такие нарушения достигают до 100 тысяч рублей. При этом, заключая незаконные трудовые отношения, работодатель не имеет права привлечь работников к дисциплинарной и материальной ответственности, лишает себя возможности участвовать в программах господдержки, в том числе грантов, компенсации банковской ставки рефинансирования. Толком свое нежелание заключать трудовой договор предприниматели не объясняют. То есть, говорят, там работники сами отказываются, не успели, только в первый день вышел на работу работник. И иные бывают причины, но они не обоснованные, незаконные и не являются уважительными. Если работодатель будет в установленном порядке все выплаты производить, ему выгоднее будет это делать, чем мы будем приходить на проверку и привлекать его к административной ответственности каждый раз. То есть это же не один раз, и мы будем, указанные мероприятия проводятся систематически. А вот следующий объект в Назрани, который тоже необходимо проверить, встретил проверяющих с закрытыми дверями. На месте никого не оказалось, но это не значит, что проверку предпринимателю удастся избежать. Сюда еще вернуться. Этот же список пополнили ряд магазинов в Магасе. А в турагентстве, на которое также поступила жалоба, инспекторы застали только практиканку, но на месте пообщались по телефону с владельцем агентства. У вас с работниками трудовые договоры заключены в установленном порядке? Отчисления проводите, правильно? Все, мы вам запрос направим, ответите, хорошо? Представите все материалы. В этом продуктовом магазине большой поток клиентов и много работников. Только вот составленных трудовых договоров, со слов предпринимателя, оказалось гораздо меньше. Со слов представителя работодателя, 6 человек здесь работает. Да, но уже в ходе проверки мы уже установим каждого работника. Вы как их определили, как они существуют? Я спрашивал. На следующем объекте, заявленном налоговой службой, предприниматель оказался недействительным, но магазин одежды осуществляет свою деятельность. Правда, сейчас им владеет другая женщина, которая на учете в налоговой службе не зарегистрирована. Данные зафиксированы, а значит, и с ней предстоит работа. А вот следующий продавец наотрез отказался сообщать о себе какую-либо информацию. Куда? Работодатель, видите? Если у вас есть доступ к деньгам покупателя, то вы официальный работник колеса или мошенничество есть. Вы не имеете права просто так, чтобы покупателя брать денежные средства, понимаете? И оказывать услуги, они же должны быть.
Инспекционной группе все-таки удалось договориться с продавцом. Объяснили, что они, напротив, заинтересованы в защите прав работников. Взяли контакты предпринимателя для выяснения всех обстоятельств. Проверяющие напоминают работникам о необходимости требовать заключения трудового договора и сообщать своевременно в трудовую инспекцию о нарушениях своих прав. Оставить жалобу можно и на сайте Роструда. В этом году по предписаниям инспекции труда на основании проведенных плановых и неплановых проверок заключено около 200 трудовых договоров по предписаниям инспекции труда. Соответствующая информация нами направляется и в управление управление Федеральной налоговой службы. По итогам рейдового мероприятия с большей частью работников не заключены трудовые договоры. Всю полученную информацию сотрудники трудинспекции передадут в налоговую службу. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.